И ассаламу алейкум еще раз. Я хочу вам показать уже тоже с другой части Уарсуай-Лама, селение Уарсуай-Пха. Посмотрите, вот оно. Вот здесь это все башенные комплексы уарсоевцев. То, что вы видите на заднем плане, это все башенные комплексы Харкероя. То есть там Харкерой-Пха, здесь Уарсуай-Пха. И что самое интересное, по рассказам историков, старожил, дело в том, что обе эти селения, этих аула, находятся, посмотрите, вот отсюда, вот Уарсуай, и вот до самого конца, спереди, на переднем плане. На заднем плане, вон оттуда и до туда. Это башенные комплексы селения Харкерой. Оба, по рассказам местных старейшин, оба этих тейпа защищают ущелье. То есть вход на нашу территорию. Посмотрите, войти в эти земли можно только через ущелье Ансалта, где протекает Ансалта. Будь то сюли, будь то татары, монголы. В любом случае, кто бы ни проходил через эти горы, с одной стороны был защищен тейпом Уарсуай и вот этим селением. Это получается, с правой стороны находились Уарсуай, с левой стороны это ущелье защищали Харкерой. И те, и другие являются исконными представителями Нохчи народа. Дальше там есть Макажуай, Ишхуай, Басхуай, Цикруай, Садуай. Все вот эти земли, которые, вот это Хиндуайлам, вот это селение непосредственно Уарсуай. Я хотел показать вам с высокого места, чтобы был обзор. Вот видно, да? Это место, где, видать, собирается Уарсуай тейп на различные религиозные мероприятия, сборища, сбор. А вот это все их селение до самого конца. Видите, да? Вот этот конец. Вот. Вплоть до этого. Сзади точно так же. Видите, да? Харкероевский башенный военный комплекс и селение Харкерой. Оба они защищают одно ущелье. Уарсуай, начиная вот с этой горы, с самого верха, Уарсуай-Лам, и заканчивая своим родовым селением. Вот здесь есть еще Уарсуевские кладбища, тоже древние, которые мы обязательно заснимем. Так что справа и слева ущелья на нашу родину от разных представителей, которые делали набеги, защищали Уарсуай и Харкерой.